структура как холдинг вертикальная или она горизонтальная? Я имею в виду, каждый бизнес един сам по себе, или она и одно централизованное, можно сказать, команда, которая всех контролирует? Я не люблю централизацию, я не люблю вертикальные структуры, у меня все горизонтальная структура. То есть во всех компаниях, в которых я инвестирую, я не покупаю больше, чем 49%. Никогда не покупаю контрольный пакет, не покупаю меньше 25%. В результате я портфельный инвестор, и я покупаю в той компании, в которой сильный основатель, либо сильный руководитель. Соответственно, мне не надо обучать его, как делать его бизнес. Да. Он сам знает свой бизнес, ведь просто... Я ищу людей, которые любят то, чем занимаются, и потом инвестирую в них. И все. И таким образом мне не нужно министерство или холдинг, который будет им говорить, что делать. Я пассивный акционер, пассивный инвестор. У меня много проектов, в которых я проинвестировал. При этом у меня в офисе моем сидит только 4 человека. Сколько направлений сейчас у вас? В офлайн бизнесе, возьмем такой фонд, сельскохозяйственный фонд Asadelь Partners, там у меня 7 проектов. Asadelь Venture Holding, там у меня 6 проектов. И у меня сейчас, помимо этого, есть частный портфель, там 4 проекта, и в разных направлениях еще 11. 30 где-то? Где-то 30, плюс-минус. Получается, что вот вы сказали про сельское хозяйство, там какой-то фонд создали, и он разные направления сельского хозяйства инвестирует. Да. Правильно понял? Да. То есть получается, что вы по отраслям разделили их, и там есть... Я бы не столько по отраслям. Дело в том, что, смотрите, я инвестировал то, что касается, я называю сельское хозяйство. На самом деле не сельское хозяйство там. Это фонд больше, я называю антикризисный фонд. Да. Потому что там есть школа ТАМОС, это крупнейшая образовательная школа частная. Это и сады есть, и курица и так далее. Это больше антикризис. Второй фонд, это венчурный IT-фонд, он больше направлен как на возможность. Это как лотерейный билет, который я пытаюсь заработать основную прибыль там. И третье направление, сейчас я выхожу, это онлайн, куда я захожу, это онлайн обучение, образование и онлайн игры, построенные на блокчейне. Это следующий уровень, можно так сказать, лотерейных билетов. Понял. А вы сказали, что 4 человека у вас в центральном офисе. А это в основном какие кадры это 4? Финансисты? У меня один администратор, который за все отвечает, исполнительный директор. Второй это юрист. Третий финансовый директор, четвертый бухгалтер. 4 человека. И они связываются с каждым бизнес-единицей стабильно? У нас построен таким образом, что мы управляем всеми проектами раз в квартал. Мы участвуем на заседании совета директоров каждой компании. Я там присутствую, мы выслушиваем все. Вот один день посвящаем этому, выслушиваем, что они сделали за квартал, что выполнили из прошлых поручений, как выполнили бюджет и так далее. Потом заслушиваем планы на следующий квартал или на год вперед. Все выслушиваем и все. То есть у нас отчетность везде стандартизирована. Один стандарт? Один стандарт. Мы изначально прописали, что в каждой компании с какой статьи бухгалтерского учета они должны взять цифру, сюда вставить. Когда они вставляют у меня отчетность генерируется. Почему? Для меня важно, чтобы все отчетности были одинаковые, независимо от отрасли. Потому что сравнивать нужно апельсины с апельсинами, яблоки с яблоками. Поэтому отчетность построена таким образом, что у меня в онлайне я могу с любой точки мира 24/7 видеть отчетность каждой компании. И отчетность построена таким образом, что там независимо от отрасли я вижу прибыльность, убыточность, проблемы, либо возможности, рост, выручка, все важные показатели. Отлично, очень. Для меня, ребят, это очень-очень важный урок. Я этот вопрос сам задал, потому что когда ты ведешь бизнес в разных направлениях, очень море проблем и так далее. Пожалуйста, внимательно послушайте каждое слово, потому что каждое слово стоит, поверьте, это несколько миллионов, несколько миллионов долларов потери либо приобретений. Это понимает тот, кто через это прошел. Это на самом деле так. Вот, скажите, пожалуйста, вот какая стратегия к миллиарду, более она лучшая, более эффективная, например, несколько направлений выбрать или одну компанию усилить, сделать мировой?
Например, как Сникерс мировой или как Кока-Кола мировой. Ну вот смотрите, есть два основных направления, на которых делают деньги. Бизнес и инвестиции. Да, Проблема в том, что у инвестора цель сохранить деньги. да. Не столько заработать, сколько сохранить. Если вы посмотрите мировые самых богатых людей, то в основном там бизнесмены, а не инвесторы. В основном там бизнесмены, а не инвесторы, потому что у инвесторов цель сохранить. А бизнесмены, они газуют до последнего, до конца. И они, как правило, зарабатывают больше. То есть бизнесмены зарабатывают больше. Бизнесмены зарабатывают больше. Но проблема в чем заключается? Проблема заключается в том, что построить большой бизнес шансов меньше. То есть вероятность построить большой бизнес в одном направлении меньше, чем быть успешным во многих направлениях как инвестор. То есть когда ты инвестор, у тебя больше шансов заработать средненькую прибыль, там 12-15% годовых, но зато с большей вероятностью. Да. А в бизнесе ты можешь заработать сотни процентов, но с меньшей вероятностью. Да. Но если ты заработаешь, ты быстрее станешь миллиардером. Поэтому нельзя сказать, что лучше. Что лучше. Если ты инвестор и у тебя стартовый капитал большой, то по 10, 15, 20% годовых, вот Уоррен Баффет исторически за всю свою карьеру делал 20% годовых. Усредненно. Все время усредненно. Да. И он сейчас, вы знаете, самый, да. В бизнесе проблема в том, что там отгадать, что будет более перспективным. Иначе всю жизнь потратишь, и так и миллиардером не станешь. Понял. Вот часто малому среднему бизнесу в процессе развития им не хватает ресурсов. Очень часто. Часто они мне задают вопросы: брать кредит или либо брать партнера. А если брать партнера, доля от прибыли и так далее, а тогда какого категории партнера брать? Чтобы потом завтра думать до бизнеса. Обычно иногда бывает, партнера берешь, а потом на место тоже заниматься бизнесом, постоянно занимаешься, как объяснить партнеру. Иногда бывает такое. Это партнер тебе в каком-то момент деньгами, может быть, чуть-чуть усилит, но мешает в бизнесе потом, если неправильно выбрал партнера. Вот в этом какой совет дадите? Ну вот смотрите, мне тоже много бизнесменов, особенно начинающих, жалуются на отсутствие ресурсов, но никто не жалуется на отсутствие мозгов. Вот интересная вещь. Хотя основной ресурс – это мозг. Да. Я считаю, что если у вас нет четкого понимания бизнеса, то хоть сколько денег вам дай, вы их все равно профукаете. Да. А если у человека есть четкое понимание, как делать деньги, как зарабатывать, то он из любых ресурсов может сделать деньги, богатство. Смотрите, у человека есть много ресурсов. Первое – это его знания, его энергия, его время, его связи, его способности, его друзья. Ну, то есть, если брать ресурсов, на самом деле у человека много. Просто проблема в другом. Проблема в том, что человек не понимает и не различает виды ресурсов. Он не понимает, как их использовать. Он не понимает, что они у него есть вообще. Да. Это примерно как, знаете, человек идет, у него здесь меч, здесь топор, здесь это, а он идет, мне оружия не хватает. Забывает. Он забывает, у него есть этого все. Поэтому я так считаю, что сначала нужно научиться бизнесу. После того, как научился бизнесу, нужно найти прибыльную бизнес-модель. После того, как нашел прибыльную бизнес-модель, после этого ты можешь приглашать кого-то для масштабирования. После этого. И то, как правило, вот у меня есть курс создания эффективной команды. Как создается команда? Я говорю, сначала вы растете сами, потому что никто не хочет делиться прибылью. Если у вас хорошая прибыль, зачем ей делиться? Да. Да. Смотрите, если у вас прибыль еще низкая, то тем более не надо привлекать партнера, потому что с низкой прибылью, скорее всего, закончится все плохо. Он начнет хотеть большего, вы больше дать не можете, по мере роста бизнеса у вас прибыль еще будет падать и так далее. Поэтому нужно, если у вас бизнес и прибыль низкая, работать прежде всего над повышением прибыльности бизнеса. Хорошо, вы сделали так, что бизнес теперь приносит хорошую прибыль. Если он приносит хорошую прибыль, зачем вам партнер?
Растите, растите до тех пор, пока вы Самостоятельно можете расти. уже, да, пока вы не упрете свой потолок. После этого работы слишком станет очень много. Здесь нужно опять не партнер. Сначала делегируйте своим замам, работникам, которые у вас работают по найму. Они дешевле. Да. Вы делегируете, из себя снимаете работу. Освободитесь. Вы должны в себе оставить функции только принятия решений. Мгм. Дальше вы растете, в какой-то момент вам нужно, чтобы кто-то другой уже начал принимать решения по каким-то другим направлениям. Например, по маркетингу, продажам и так далее. А вы занимаетесь продажей, логистикой, закупкой и так далее. Но кто-то должен принимать решения. То есть партнер – это человек, который, как вы, принимает решения. Это не тот, который приносит деньги. Мгм. Принимает решение. Потом вы растете, уже вас двоих мало, вы третьего партнера привлекаете. И растете таким образом. Вот это очень важно как бы отмечать. Последовательность. Последовательно. Проблема в том, что люди видят какую-то бизнес-идею или только бизнес начинает, сразу привлекает партнера. Закончится всегда плохо. 99%. Сначала нужно найти бизнес-нишу, научиться бизнесу. А что такое научиться бизнесу? Вообще вся суть любого бизнеса – это прежде всего продажи. Да. Научитесь продавать. Если вы не умеете продавать, у вас никогда не будет нормального бизнеса. То есть научитесь продавать. Это после того, как вы научились продавать, у вас появится выручка. После выручки вам нужен бухгалтер, который ведет учет. После этого вам нужен уже маркетолог, логистика, производство, что угодно вы можете финансировать, но после того, как у вас есть выручка. А выручка может появиться только если вы наладили и освоили продажи. То есть получается, что если он все эти этапы прошел, и все, только если необходимо, тогда деньги или что-то, только тогда привлечь либо кредит, либо деньги. Партнера обычно привлекают на масштабирование, если говорить финансового партнера. Финансовый партнер. Да, на масштабирование. А если говорить не финансового партнера, а стратегического партнера, с кем вы вместе развиваетесь, то нужно привлекать человека, который может принимать решения в тех направлениях, в которых вы не можете принять решение. Например, сильнее, да, чем вы, например, вы слабые в маркетинге, вы слабые в продажах, вы слабые там в рекламе и так далее. Найдите партнера, который в этом силен. Да. И он тогда принимает, но партнер – это человек, который принимает решение. Это не тот человек, который берет работу от вас. Работу берет это тот, которому вы делегируете. То есть делегировать можно работу, но не принятие решений. Да. А принятие решения – это уже партнер. Вы отдаете партнеру. Это уровень такого. Это отлично, ребята. Очень отличный ответ, который очень необходим на данный момент в любой сфере бизнеса. Запомните, пожалуйста, потому что это часто такое больное место малосреднего бизнеса. Очень часто больное место. Один очень интересный вопрос, да? Думаю, что вам будет это интересно. Вот. Повар может учить другому, как готовить. Например, водитель могут научить другому, как водить. Вот. Вы бывший миллиардер. Сейчас я знаю, что вы так сложилась жизнь, что вот так на одно мгновение.